Здравствуйте, Муса Хабалевич. Здравствуйте. Хабалевич, начнем, наверное, с вопроса об общественных советах. Для чего они создаются и не будут ли они дублировать органы государственной власти? Ни в коем случае не будут дублировать органы власти, потому что, для чего создаются, скажу. Общественные советы создаются, я бы сказал, на основе, естественно, жителей села. Мы специально сделали так, чтобы для того, чтобы организовать общественные советы, в этом активно участвовали абсолютно все жители села, чтобы все, каждая улица, каждый дом выдвигал своего активиста, на кого они могут рассчитывать, кому они доверяют, человека ответственного. И таких вот ребят мы в одном селе выбираем порядка 30-50 человек, и они являются такими, в последующем они будут являться основой обратной связи с каждой семьей, с каждым домом, с каждым жителем села. И эти так называемые выборщики, они же уже предлагают от себя из того количества 7 человек уже в общественный совет, который будет заниматься очень плотно, взаимодействуя с депутатами, взаимодействуя с главами, с директорами школ, с директорами детских садиков и так далее, разрабатывать программу развития села, программу развития общества. Это такая вот главная задача, и они же будут являться основными двигателями реализации тех планов программ, которые мы будем разрабатывать вместе с этими общественными советами. То есть Алашара будет очень плотно содействовать и помогать формированию программ, будет сопровождать, помогать юридически, и по любым вопросам, которые будут возникать. И разрабатывая программу, утверждая уже, по сути дела, мы будем делать, разрабатывается программа 7 этими членами общественного совета, с главой муниципалитета, с депутатами, вместе с ними, я бы сказал, апробируют я бы сказал, официальных представителей власти, в том числе потому, что вместе с ними будем это все воплощать. Дальше мы собираемся с этими выборщиками, 50 человеками, 30-50, в зависимости от количества. И дальше обсуждаем, вносим какие-то нюансы, детали. То есть мы разрабатываем программу, в которую мы вовлекаем персонально каждого человека, чтобы каждый участвовал в дискуссии, обсуждал и принимал самое активное участие. И уже после того, как мы считаем, что программа готова, дальше общественный совет плюс те же выборщики, все мы идем уже в каждый дом и объясняем каждому человеку, что это за программа, для чего эта программа, каким образом будет эта программа работать, насколько это полезно каждому человеку. И таким образом вовлекаем жителей села, всех, в реализацию этой программы. На наш взгляд, такое взаимодействие и такая работа общественного совета позволяет нам, по сути дела, вовлечь в пространство, в информационное, в деловое, в совершенно конкретные дела абсолютно всех. Войти в каждый дом, понять чаяние каждого
узнать проблемы каждого человека, узнать потенциал каждого человека, каким образом тот или иной представитель семьи может раскрыть свой потенциал, раскрыть свой талант. И мы хотим в этом очень активно и очень плодотворно работать. На наш взгляд, это самый прямой, при этом самый короткий и самый, вот, я бы сказал, основательный, что ли, шаг и вот движение, основательное движение вот на пути для сохранения и возрождения вот нашего этноса. А вы упомянули глав сельских поселений. Насколько активно вы с ними сегодня сотрудничаете? Мы на сегодняшний день сотрудничаем со всеми главами администрации по мере их желаний. У всех, по сути дела, есть желание и насколько у них есть возможности. Во времени, значит, в творчестве, в активности. Какие-то главы включаются с огромным удовольствием, с пониманием, и они, конечно, работают очень здорово и очень эффективно. Можно даже по селам посмотреть, где молодежь, где активисты реализовывают конкретные планы. Там, значит, глава администрации является таким творцом, я бы так сказал, правильный глава администрации, который вот знает, что ему нужно, и тут, когда приходят и говорят, давайте вместе созидать, вместе работать, это же сам Бог велел. Ну, сказать нет, но это, на мой взгляд, неправильно. Поэтому там, где есть глава администрации поактивнее, там активнее идут дела. Но остальные тоже, кому-то приходит понимание чуть-чуть попозже. Кто-то хочет подождать, там, посмотреть, как другие главы работают. Поэтому мы работаем и будем работать со всеми главами, разговаривать и активнее вовлекать их. Но я бы так сказал, что вообще вот эта инициатива, она, конечно, может исходить и должна, наверное, исходить от главы администрации, но, на мой взгляд, мы как общественная организация Лошара, там, и вот при нашем содействии, с помощью наших возможностей, мы помогаем раскрывать больше, чем главы администрации могут. Поэтому мы могли бы, конечно, там как-то вот что-то другое придумать, но мы не хотим и не будем пытаться каким-то образом навязывать и напрягать глав администрации в том, что они не могут делать. У них есть определенные лимиты возможностей тоже. Поэтому мы здесь объединяем и будем объединять усилия власти и общественности, чтобы мы максимально эффективно могли бы взаимодействовать в решении всех проблем, которые есть в селе. Поступательно. Сразу ничего не получится, но аккуратненько, поступательно, раскрывая потенциал каждого человека, потенциал вообще вот территории и так далее. Но я хочу здесь добавить следующее. Мы можем иметь самые лучшие идеи, а мы можем говорить о совершенно уникальных каких-то процессах, возможностях, которые нужно делать. Но это все может воплощаться только в одном случае, если сами жители села будут готовы принимать, понять, что нужно делать, как нужно делать, для чего, насколько им это полезно. И не только мы говорим о сегодняшнем дне, о сегодняшнем времени. Мы говорим о поколениях, на несколько поколений вперед. Мы сегодня рассчитываем наши дела, наши, значит, планы и программы. Мы рассчитываем, что тот потенциал, который мы будем закладывать сегодня, тот корень, который мы будем закладывать сегодня, она будет давать плоды на несколько поколений. Поэтому мы стараемся очень аккуратно выбирать шаги, в какую сторону двигаться. Значит, мы выбираем ритм, а ритм позволяет, значит, до людей доводить, зачем мы это делаем
для чего мы это делаем, для кого это делаем, и как, каким образом, и когда это будет работать. Поэтому самая главная задача – это пробудить в людях, что успех каждого человека в его руках с помощью Всевышнего. Всевышний, как известно, начинает помогать тогда, когда мы действительно не один день, а может годами стараемся и идем, верим в наш успех. А Бог стоит всегда рядом с нами, и Он помогает. И для того, чтобы все это вот, все эти программы, все эти дела воплощались, безусловно, значит, нужна вера. И эта вера должна быть очень сильная. Вот. А сильная вера, значит, верю, шаг сделал, сомнение появилось, такого не должно быть. Вера, она должна быть до конца. И это поможет нам действительно встать рядом друг с другом. А это, опять же, да, один в поле не воин. Мы не можем, один может быть уникальным человеком, совершенно там, не знаю, там, выдающимся, но он один ничего не сделает. Поэтому задача наша сделать все возможное, все необходимое, если правильно сказать, все необходимое, для того, чтобы каждый из нас стал успешным, когда он может достигать любые результаты, которые он хочет. А это возможно только в одном. Хорошее, правильное воспитание, достойное образование, я бы сказал, правильное поведение в обществе. Конечно, каждый день заниматься собой, совершенствовать, в том числе и свое здоровье. Вот. И мы видим, что мы будем создавать такое общество, в котором все, как один, начнут стремиться к тому, чтобы получать достойное воспитание, достойное образование и, соответственно, иметь патриотический дух мощный, да, и физически здоровый. Ну, вот такую программу мы будем писать. И на самом деле Алашара сегодня, естественно, занимается, и не сегодня, а уже несколько лет, но достаточно успешно, шаг за шагом воплощает определенные, значит, проекты. И народ положительно очень откликается на эти наши шаги. Но для того, чтобы глобально, серьезно, по-взрослому, всеобъемлюще, значит, решать задачи, в этом году нам необходимо создать общественные советы во всех селах. И, соответственно, мы, общаясь, я бы так сказал, каждое село будет, естественно, разрабатывать, но некоторые села, у кого-то более успешно будут получаться эти работы, да, там, создание программ, взаимодействие там, с органами власти. И эти ребята будут передавать пример другим общественным организациям. Мы, по сути, будем делать так, что будут создаваться общественные организации в каждом селе, но эти общественные организации мы тоже будем собирать вместе, например, там, в году 2 раза, для того, чтобы мы будем проводить семинары, для того, чтобы, значит, мы могли бы делиться там успехами каждой общественной организации, каждого села. Ну, здесь, безусловно, будут работать вместе там, с главами администрации, значит, будут работать там, с депутатами. Поэтому каждый на своем месте, я бы сказал, мы настолько прозрачно, информационно, настолько это все открыто будем делать, что если даже вот кто-то захочет, например, из депутатов, там, из глав администрации, там, что-то там пропустить мимо ушей или немножечко так вот, подтормаживать какие-то процессы, будет некрасиво, его будет видно сразу. Поэтому вот мы такое плодотворное, значит, такую плодотворную почву будем создавать, открытую, значит, добрую, что
все, я бы сказал, будут принимать в этом очень самое активное участие, и это будет для них таким серьезным уроком. Каждый шаг, по сути дела, будет раскрывать какие-то новые возможности там, участников этого процесса. Ну, вот, там 7 человек, это вот непосредственно общественные советы, плюс депутаты, там, ну, кроме этого 30 человек выборщиков и так далее. И по всем селам, если взять, это сотни очень активных ребят, которые вот, с каждым разом лучше и лучше будут работать. А вот это вот единое информационное поле будет позволять, помогать быстро учиться друг у друга. Вот такой вопрос. Говорится о том, что будут привлекаться все новые и новые люди, которые будут принимать активное участие во всех этих процессах, но уже сегодня существует некий костяк, который занимается рядом вопросов, решает какие-то задачи. Кто эти люди, кто сегодня с вами вот, занимается решением целей и задач, которые вы ставите? Вы имеете в виду лошадь? Молодые, способные, толковые ребята, которые не боялись учиться. Понятно, что первые шаги были такие трудные, сложные и так далее. Старались за все браться. Там, все, что новое, по сути дела, все, что мы делаем, это все новое, это испытание. И, конечно, там мы там, с ребятами там, набили шишек, да, там, естественно, там, прошли через определенные там, и сложности и так далее. Вообще любое серьезное дело имеет определенную свою там, сложность. Да? Вот. Мы, как известно, сложности не боимся, наоборот. А сложности нас, наоборот, там, больше собирает, больше сплачивает нас. И вот мы научились писать программы, учимся там, их максимально эффективно их реализовывать. Ребята кто? От нас, от всех нас, от сел, с деревень, выходцы, те, которые, вот, наверное, ну, во-первых, это ребята, которые имеют очень хорошее образование, там, ребята, которые имеют, дальше учатся, да. Конечно, очень патриотично настроены, значит, и вот это как раз очень хороший пример. С каждым днем, с каждым годом они больше и больше начинают получать удовольствие от того, что они делают, потому что, я бы сказал так, способности повышаются, я бы сказал, профессионализм растет, соответственно, вот то, что говорится, то, что обсуждается и как оно воплощается тоньше и тоньше, правильнее и правильнее, чем тоньше, соответственно, вот лучше начинают чувствовать, что они делают, какой результат. Как это отражается на эмоциях людей, как отражается на практике в жизни людей. И это позволяет им, конечно, получать колоссальную энергию для всех вот дел, которые мы вот намечаем реализовывать. Ну, они светятся. Вот сегодня они уже как бы там светятся, вот тут прямо. Они довольны, такие счастливые. Вот там, я ими доволен, они здорово все делают, но... Ну и, соответственно, там все равно довольны, мы не расслабляемся. Довольны не означает, что там расслабились. Планку подняли, надо тренироваться, чтобы дальше поднимать планку. Поэтому надо дальше двигаться. Они все, каждый прекрасно понимает, что они проходят очень хорошую школу, которая им позволит в дальнейшем работать на любой позиции. Потому что они учатся отвечать на вопросы каждый день. Где это возможно еще? Они на земле работают с людьми, с простыми людьми. Они научились чувствовать их пульс, они научились чувствовать их эмоции. Они понимают, что лучше сегодня делать, как лучше сегодня делать. Они мониторят ситуацию, там, учатся делать правильную аналитику. И это закладывается в программу. Вот. А дальше мы ставим следующие другие задачи, там, более сложные, которые будут еще больше делать их вот, более профессиональными. Вот за каждого из них я сегодня совершенно спокоен, потому что у них потенциал вот, раскрывается, они сегодня
достаточно мощный. Но еще год-два, я думаю, что не любую позицию совсем любую могут занимать. Муса Кабалевич, очень многих интересует, вот планируете ли вы в перспективе заняться политикой? Вы видите себя в этом? Политика, вот в том виде, в каком я вижу, меня совершенно не интересует. Я буду помогать политикам, там, команда будет помогать политикам совместными делами, совместными плодотворными работами. У них своя участь, у нас свои задачи, но, по сути дела, мы все служим единому государству России. Мы хотим, чтобы наше государство процветало. Ну, мы много говорим об этносе, да, но на самом деле мы, по сути дела, мы что делаем? Мы создаем модель возрождения российского села, модель создания и развития общества, модель очень эффективного взаимодействия и так далее. То есть вот в том формате, в котором мы делаем, мы намерены сделать все максимально эффективно. А потом это все будет имплементироваться там в другие, значит, регионы, в другие этносы и так далее. Мы вообще абсолютно прозрачны, мы открыты. Мы все будем выкладывать везде, вот, там, на сайтах и так далее. Любой, кто хочет это посмотреть, научиться, там, перенимать, пожалуйста. Перенимая, если будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы, мы будем все говорить. Но разве есть лучше этого? Поэтому вот это вот все многообразие там, нашего поля содействия, оно, я думаю, что полезно для каждого человека. А в целом, в конечном итоге для России. Спасибо. Пожалуйста, всегда готов ответить на ваши вопросы.